Исламский образовательный портал Муршид ТВ представляет «Не будь обманутым мирским». Муфтий шейх Салах Межиев. Человек по своей натуре скуп. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Душам свойственна скупость». Если каждый человек распустит свое тело, не наставит его, не контролирует его, не приучит ценить то, что есть, если он оставит его в забвении, то скупость погубит нас. Даже если весь этот мир в твоих руках, он не должен быть у тебя в сердце. Если вмиг ты потерял этот мир, ты должен оставаться тем же, без всяких изменений. И получил ты весь мир, и в этом случае ты тоже должен оставаться тем же. Всевышний Аллах говорит: «Мы чередуем дни для людей. В один день ты будешь сыт, в другой день ты будешь голоден. В один тебе будет холодно, в другой день тебе будет тепло. В один день ты будешь плакать, в другой день ты будешь смеяться». Всевышний говорит, что чередует дни для людей, ведь не всегда будет одинаково. Поэтому, когда ты свободен от мирских тягот, взывай ко мне так же, как и во время загруженности. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это пришло от пророка и от приближенных рабов Аллаха». Каково же это состояние человека, когда Всевышний Аллах всегда отвечает на дуа? И вы, и я можем проверить это на нас. Когда ты свободен от мирских тягот и забот, взывай подобно тому, как ты взываешь при трудностях, вспоминая своих и чужих больных, вспоминая умму пророка, мир ему и благословение Аллаха, не думая о том, как бы побыстрее закончить, проявляя смиренность, как при тяготах. Ведь когда ты сыт, без забот и ничего не тревожит, тебе не хочется плакать. А если тебя чуть коснется тревога, ты моментально вскакиваешь, начинаешь просить Аллаха, ходить на зиараты, просить других сделать за тебя дуа. Ведь Аллаху, который испытал тебя трудностями, в то время как ты свободен от мирских тягот и забот, несложно тебя испытать. Ему это не составляет труда. Процессы нашего тела, чью суть мы не можем познать, за них мы и не думаем восхвалять Аллаха. Ваххабиты говорят нам не делать намаз аль-духа, а ведь 2 раката намаза аль-духа – это садака за наше тело. Милостыня за наше тело, за наше здоровье. Аллах освобождает совершающего этот намаз от забот в поиске пропитания. Касаемо этого намаза пришли достоверные хадисы. Также и касаемо намаза тасбих существуют достоверные хадисы. Например, пришел достоверный хадис касаемо обсуждаемой темы. И также пришло несколько слабых хадисов. Ведь это не значит, что это действие стало слабым. Ведь факихи устанавливают решение только достоверным хадисом. Это во-первых. Во-вторых, если со времен пророка, мир ему и благословение Аллаха, сподвижники, табиины и атбау табиины, взяв эти хадисы, совершали какое-то деяние, дошедшее до наших дней с цепочки передатчиков, оно приравнивается к мутаватир. Подобно тому, как если придет хадис мутаватир, таким же образом это деяние становится сильным по причине их общей практики. А сегодня нам говорят: это не делай, то не делай, это нельзя. Разве это не удивительно говорить подобное? Настолько отбивать людей от поминания Аллаха.